Сегодняшнего разговора национальный герой. Нужен ли он татарскому народу? Умирая, не умрет герой. Мужество останется в веках. Имя прославляй свое борьбой, чтоб оно не молкло на устах. Это строки стихотворения нашего великого поэта Мусы Джалиля о героизме. Что есть народ? Общность людей, связанных языком, историей, традициями и героями, которые и есть символы нации и квинтэссенция национального характера. Итак, национальный герой. Нужен ли он татарскому народу? Обсуждаем сегодня с нашими экспертами. Я с удовольствием их представляю. Радик Римович Салихов, доктор исторических наук, директор Института истории имени Марджани, Академии наук Республики Татарстан. Хайрликич. Очень рады видеть Гульнара Фатовну Габдрахманову, доктора социологических наук, руководителя отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана. Здравствуйте. С нами сегодня Раиль Равилович Фахруддинов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан Айсин, историк и политолог, руководитель площадки Татполит. Добрый вечер. Ринат Хабибуллин, кинорежиссер, писатель. Я очень рада видеть сегодня Эльмиру Низамову, а потом расскажу, почему. Эльмир Низамов, композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана. Рада, что вы сегодня с нами. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Прошу всех участников программы, дозвонившихся телезрителей, соблюдать корректность высказываний. Иначе на правах ведущей имею полное право либо отключить микрофон, либо попросить покинуть ток-шоу. Зрители, звоните, задавайте свои вопросы экспертам, выражайте свою точку зрения. У экспертов же в студии есть пульт с 3 кнопками. Здесь можно высказывать свою точку зрения при помощи цвета и кнопок на ваших пультах. Красный категорически не согласен, зеленый согласен, белый отношусь нейтрально. Но начать мне хотелось с заголовка статьи Руслана Айсина. Руслан, я не знаю, правильно ли это звучит, но мы нашли, по крайней мере, в свободном интернет-пространстве именно так. Спроси любого про 5 татарских героев, ответы поразят невразумительностью. Так называлась ваша статья в одном из изданий. Почему такой вывод неутешительный? Либо это неправильная формулировка вашей статьи. Как бы вы это прокомментировали? Ну, дело в том, что, к сожалению, несмотря на то, что у нас богатая история, несмотря на то, что мы прославлены в веках, люди очень мало знают наших героев татарских. Ну, то, что знают, это понятно, там Муса Джалиль, Тукай могут назвать, да, или там современных каких-нибудь деятелей искусства или культуры. Но исторических деятелей, уже которые, как бы, скажем, век назад, с этим уже проблемно. А на самом деле герой ведь формирует не просто мифопространство, он является, как вы правильно сказали, квинтэссенцией всего. То есть мы на него ориентируемся, мы на него смотрим, да, он является символом всего этого. А с этим у нас очень плохо, с пантеоном героев. Хотя у других народов, например, я там вот в Азербайджане видел, там есть аллея, например, ну, шахидов, то есть это имеется в виду павшие, да, за Азербайджан, за азербайджанский народ, там у других народов есть. А у нас как бы вот с этим большие проблемы. То есть у нас плавающий пантеон, скажем так, пантеон пантеонов. Вот. И я считаю, что мы должны работать над тем, чтобы наших героев показать и формировать положительное восприятие у молодого поколения. Чтобы они ориентировались на них, а не на каких-то там покемонов, я извиняюсь. Хорошее слово «покемоны». Согласны ли эксперты с тем, что сегодня у нас с этим действительно проблема, а потом мы поймем действительно, как ее решать и в чем она? Радик Римович. Я полностью согласен. Проблема есть такая. И, безусловно, наша история, она во многом носит и персонифицированный характер. То есть история татар – это история героев, на самом деле. Каждому этапу нашей истории соответствует какой-то символ, который остается в памяти народа, ну и обрастает уже в дальнейшем какими-то легендами на основе реальности. Поэтому действительно надо больше говорить, надо изучать, пропагандировать, потому что нам есть чем гордиться и есть кем гордиться. Но как же мы так оказались в этой ситуации? Почему вот эта невразумительность, да, Ринат? Решите, дело в том, что на самом деле понятие «герой», оно не всегда у людей связано с понятием героизма. Дело в том, что термин «герой», он вообще центровой в истории человечества. Какое бы событие в истории человечества мы ни взяли, это событие известно именно благодаря тому, что здесь это событие персонифицировано в виде героя. Вот. И в данном случае в нашей татарской истории существует определенный даже провал такой, там, в 300 лет, да, после развала Казанского ханства,
точнее, не развала, а присоединения, когда практически герои исчезли. То есть не было субъектности, не было ничего такого, к чему можно было привязать, не было событий, не было людей. И эта проблема, она именно явилась как таким, скажем, ну как сказать, проблема отсутствия событийности, она привела к тому, что не было и героев, которым бы можно было это привязывать, так скажем. И то есть нужны события либо трагические, либо... А герой всегда трагическая фигура. Мне кажется, здесь немножко с другого конца должно быть на самом деле. Вот мы сейчас начали с того, что герои формируют нацию, это такие идеалы, которые скрепляют нацию. Это правильный тезис, но мне кажется, не герои часто делают нацию, а сам народ создает героя. Если нет героя, значит, у народа нет потребности в нем. Естественно, во всей эпохе всегда есть выдающиеся люди, и политики, и деятели там, и искусства, и люди, которые большие какие-то дела делали. Но короля делает свита. Если народ этого героя не поднимает как героя, не принимает, да, не поднимает. Он получается, что он не герой. Я согласна, все-таки не согласен. Дело в том, что часто герой противостоит и народу своему. Ну вот Часто поэтому так народ бывает. его сносит, и он не Потому видит что его у как нас героя. мы идеализируем народ. Народ — это все-таки аморфная масса, да, А кто должен неопределенная. создать этого героя? А герой — это конкретный. Кто У должен него создать недвижимый этого героя? центр, как Кто? говорил Кириньи. Кто Его его не должен создает, его не создает ни среда. Он сам выходит, это провидение Божие. Он выходит и делает историю. Тут Ренат сказал про событийность, потому что событий вне героя не бывает. И не бывает герой вне событий. Получается, у нас таких героев просто мало, значит. Если мы их мало знаем, значит их мало. Мы сейчас спросим, я как раз могу- я мало ли у могу- нас этих Вот героев. надо и Вот сейчас- выяснить. Я Да, могу тут сказать, сейчас что на вообще- самом деле вопрос... Все против меня. Если этих героев мало, Нет, я могу если вот эти так, герои могу не вот так. появляются, считаю, что, наверное, у народа серьезные проблемы в том смысле, что этот народ как будто бы и не представлен в этом пласте истории, да, как будто история движется, а народ как будто там и не замечен, потому что все-таки герой — это персонифицированная, да, такая фигура в конкретном человеке, которая выражает определенную группу людей, там, ну пусть это будет Полярное нация, или это такие будет мнения. там политическая партия и так далее, да, то есть мы просто не замечены, получается, если у нас нет потребности героя и нет героев, и получается, что вот и из вашего высказывания, что татарская нация по большому счету вообще не представлена ни в политике и нигде. Тогда как же нам быть вообще без героев? Вот самый главный вопрос. То есть хотим ли мы как-то проявляться в этом историческом процессе? Герой, приди, порядок наведи. Да. Драгомир Равилович, С вашего вы- позволения, Да. здесь, в общем-то, рациональное зерно есть и у Эльмиры. одного оппонента, и второго, и у третьего. Ну, больше мы как-то ушли в вот такое философское рассуждение. Я хотел бы тоже немножко пофилософствовать. Герой герою рознь, конечно же. Здесь есть еще другая проблема, да, в разные периоды развития и общества, и государства. Сегодня он герой, завтра он антигерой. Ну, достаточно вспомнить вот советское наше славное прошлое, да? То есть, допустим, тот же Садрин Муксади, Гаязов Хакей, они были антигероями, сегодня они у нас герои. Есть другая еще, коллеги, проблема. То есть он в какой-то период для какого-то социума, для какой-то нации он герой, а для соседей он антигерой. Яркий пример Бату для населения. Тюрко-татар Золотой Орды это был один из главных героев. Для, скажем, Северо-Восточной Руси и других государств он антигерой. Поэтому проблема, она непростая. И, на мой взгляд, что, я где-то согласен. Герои где-то делают, народ рождает своих героев, но, с другой стороны, нельзя забывать, что эти герои и формируют этот народ. Бесспорно. Поэтому здесь вопрос Народ достаточно... один не может, ему Да, нужен да. поводырь в любом случае. Да. Гульнара Фатовна, есть что добавить? Я как социолог хотела бы прокомментировать результатами наших социологических исследований. В наши анкеты мы всегда закладываем вопрос. Назовите, пожалуйста, людей, которых вы уважаете. И я согласна с коллегами в том, что действительно наши респонденты очень достаточно бедно представляют этот список, очень редко вообще называют кого-то. И часто этот вопрос у нас остается без ответов. Но даже когда люди все-таки вписывают ответы на этот вопрос в наши анкеты, они очень часто говорят не о каких-то значимых крупных персонах, а очень часто, это очень характерно именно для татар, называют каких-то своих родственников, родителей, бабушек, дедушек, которые, может быть, не совершали каких-то героических поступков, может быть, не совершали трудовых подвигов, но, тем не менее, они являются очень важными для татар, особенно для молодого поколения. И ребята нам часто говорят о том, что они хотели бы походить на этих людей, на своих родственников и прожить свою жизнь точно так же, как они.
О чем это говорит? Вот как вы думаете, о Я чем думаю, это что говорит? это вот такая особая татарская герой. проявление татарской идентичности, Ну, особая это ментальность, да? Да, определенная, ментальность. да. Ну, я думаю, что это- Либо нет героев, действительно, которых мы Либо нет знаем. героев, либо, к сожалению, это локальность наша. То есть мы отказались от пространственного мышления, да, замкнулись в себе, то есть гайлям, йртом, все, больше ничего не надо. И мы не видим дальше своего носа, кончика. Это так и происходит. Если человек мыслит широкими мазками, то у него и герои большие. Он может там назвать Гильгамеш татар, там, да, как наши соседи любят, вот, там, Урал-Батыр или еще кто-то. Но нет, они даже мифических героев не называют. Это говорит о том, что эти люди скудно мыслят, и исторический разрез для них как бы не актуален. Но Это очень уровень печально. Это об уровне образования уже в конечном Да, итоге отлично, говорит, да? конечно. Это Ну, говорит- и об этом, и о том, что мы, видимо, то ли мы потеряли что-то, то ли мы какой-то порог еще не преодолели. Это еще говорит о том, что меняются ценности, да? Вот это да. в свое время были ценности, это образ страны, образ героев, которые прославляют эту страну. Сегодня у нас тоже население и молодежь, прежде всего, она, конечно, палитра там разные взглядов, да, и ценности очень разные. Поэтому я это говорю без осуждения. Скажем, для одного из представителей от того же общества героем является, ну, некий субъект, который там в прошлом существовал, а другому это вообще безразлично. Для него герой это может быть какой-нибудь рок-музыкант, допустим, да? Ну, конечно, отклик Да, ну и находится. так далее, Но и так опять, далее. кумир, национальный герой, выдающиеся люди. Давайте мы не будем ставить знак равенства. Мне кажется, это не совсем то, о чем мы сейчас... Разрешите мне тоже не может быть, да. прокомментировать. И потом на Я бы рекламу хотел идем, Ренат. вернуть разговор именно в русло национального героя. Да. Есть момент личного героизма, как вот в моей конкретной жизни, может быть, есть человек, который спас меня от смерти, да, и для меня он без сомнения герой, но вряд ли его это можно твое личное. поднимать на масштабы Ну, конечно. национального героя. То есть хороший пример, там, наш учитель там, или какой-нибудь физрук, например, тоже мог быть прекрасным человеком, совершать какие-то героические поступки в масштабе там, деревни и так далее. Но мы же говорим про национального национальный героя. герой. Именно эти масштабы на влияние на нацию, на народ делают этого героя именно национальным. И в этом контексте, конечно, понятие там хорошего примера, хорошего человека из нашей деревни, конечно, не совсем подходит. Именно поэтому я и нажал красную кнопку. Именно герой, он выделяется, национальный герой выделяется именно своим масштабом, который влияет на всю А нацию. зачем? Хорошо, Он может Ренат, быть героем, Ренат да? Равилович. Малой родины, например. Равилович, Почему нет? продолжим. Вот кто на самом деле национальный герой? У нас сейчас уже вокруг этого, да, кем он должен, кто он, кем он должен быть. Об этом поговорим после рекламы. Не переключайтесь. Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце, и разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис. Поздравляем наших победителей в дисциплине «Экономные покупки». Продсклад «Победа» – выбор бережливых людей. Совершай покупки и получай выгоду. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Эти улицы мне предлагали то, что заставит улыбаться и не спать. И я танцую под неоновой луной, дотянуться до нее и потерять. Навсегда в голове поселилось это зло. Солнце больше не взойдет, и на улицах темно. Я сегодня танцевал под неоновой луной. Это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Мы продолжаем сегодня обсуждать тему национальный герой. Нужен ли он татарскому народу? Дискуссия разгорелась вокруг того, кого считать национальным героем, кого считать выдающейся личность, кого просто героем и своим родственником или человеком, который спас тебя. Я сейчас предлагаю, чтобы дальше все-таки запустить обсуждение. Давайте назовем каждый своих, пятерку таких татарских национальных героев, героев татарского народа. С кого начнем? Кто готов? Вот. Руслан, Давай. давай Хорошо. с тебя. Это Лук Мухаммед, основатель Казанского ханства, я думаю, Хайдар Бигичев.
известный композитор, да, ну просто трагедийная фигура. Зато Мирсаид Султан Галеев, Гаяс Хаки, вот, и, ну, не знаю, ну, пусть будет Садри Максуди. Хорошо, там тоже есть и герой, и антигерой. Каждый в свое время, да, оказался? Гульнар Фатовна. Ну, я снова обращусь к результатам наших социологических исследований и хотела бы сказать, что люди все-таки говорят, что для них является национальным героем. В наших анкетах люди называют прежде всего Ментимира Шариповича Шаймиева, Рустема Нургалиевича Миниханова, и очень часто девушки называют царицу Сюмбике, которая якобы сбросилась с башни в Казанском Кремле. Ну и опять же, повторюсь, называют родственников, которые являются для людей героями. Хорошо, Ренат? Но здесь вот я с Русланом соглашусь в плане фигуры Улуг Мухаммеда. Это основатель Казанского ханства. Ну, ученые спорят, он или его сын были основателями. Ну, в общем, его имя династии, как минимум. у истоков, да. Мне кажется, очень важной поворотной фигурой является фигура, трагедийной фигурой, точнее, Кул-Шарифа. Также царица Сюембике в том смысле, что она, наверное, она была нагайкой, да, не татаркой. Но она была царицей Казанской определенно, и она выбрала себя как бы, ее судьба, она как бы сильно параллелится именно с судьбой татарского народа того времени, когда происходили разные события, вот, переломы, предательства и так далее. То есть она как именно персонифицированное, да, государство, вот это вот этнополитическое объединение Казанское ханство. Также хочу назвать Каюма Насыри, но здесь с оговоркой, вряд ли можно его назвать трагедийной фигурой, но все-таки. И, пожалуй, была такая тоже религиозная фигура начала 90-х, и вот в нулевых он тоже работал. Это, прошу прощения, вылетело из головы. Так, вспомнишь? Переключимся. Продолжим, да. И продолжим. Ильмир. Переврать боюсь. Мне на самом деле, конечно, очень сложно, потому что я... У тебя своя сфера будет, да? Да, я работаю в сфере культуры, у меня сразу же только имена деятелей культуры, искусства всплывают в голове. Но мне кажется, культура, как ничто другое, скрепляет народ и является чем-то общим. Конечно, я сразу же вспоминаю голос Ильхама Шакирова, который стал просто голосом нации для большого периода и до сих пор. Мы говорим «мон», имеем в виду Ильхам Шакиров. Говорим Шакиров, мон. Конечно, в композиторской музыке это Жиганов, который основал консерваторию, который был председателем Союза композиторов, который, ну, просто огромный общественный деятель. Я еще хочу назвать Рудольфа Нуриева. Когда я бываю в Европе, для них это имя, это с каким-то трепетом они всегда вот об этом говорят, и я горжусь, что эта фамилия знаменита во всем мире. Рудольф Нуриев. Ну вот пока вот только 3 имени только я смог назвать, да. Вот так, чтобы ярко. Рай Равилович? Ой, очень сложный вопрос. Наверное, Саиф Сараи, которого сегодня не называли, классик средневековой татарской литературы. Соглашусь с Сюембике, только не соглашусь, что она была нагайка, она была из нагайских татар. Это не совсем одно и то же. Затем, наверное, Марджани, Тукай, Рудольф Нуриев. Сколько получилось? 5. Радик Римович? Я согласен с тем, что национальный герой – это тот, который объединяет нацию и отражает определенный период в ее истории. И, наверное, первым бы я назвал эмира Алмуша, при котором Волжская Болгария приняла ислам в качестве государственной религии, тем самым определила цивилизационную историю нашего народа. Да, может быть, я бы еще назвал Узбек-хана, при котором Золотая Орда достигла наивысшего расцвета. Шагабудин Марджани – это герой татарского обновления, это человек, который дал нам национальную историю. Безусловно, Габдулла Тукай, который дал нам современный литературный татарский язык, классическую поэзию. И, по сути, Тукай символизирует то блестящее поколение литераторов, мастеров слова, деятелей культуры, которые работали в начале 20 века. Это, безусловно, Муса Джалиль, как символ героизма не только татарского, но и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. И, наверное, бы в качестве современной фигуры я бы назвал бы Ментимира Шариповича Шаймиева, который, в принципе, является отцом современного Татарстана. Хорошо. Я вспомнил последнего. Да, кто? Исхак Лутфулин, он был имамом Закабанной мечети, и именно вот в начале 90-х, нулевых, он
буквально силой возвращал вот это вот исламское наследие. Ну, в частности, вот была возвращена и Закабанная мечеть, и даже самое со своими соподвижниками он вернул мусульманам Мухаммадию. Что это, интересно, конечно, да, событие очень... каждый, кто сегодня называл там 3-5 фамилий, 6 у Радика Каримовича, каждый давал характеристику этому герою, не только характеристику, а главное, объяснил его вклад, определил его вклад, его значение в сохранении и развитии татарского народа, татарской нации. Сейчас звонок от телезрителя, который, как я понимаю, не согласен с ответом на то, что нет у нас героев. Мы готовы выслушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Так, добрый вечер. Вы нас слышите? Так, сорвался звонок. Хорошо, но сейчас мы услышали вот по 5 героев, которых назвали наши эксперты. Мы задали такой же вопрос, вот национальный герой нужен ли татарскому народу в наших соцсетях. И вы знаете, наибольшее количество ответов, положительных ответов получил вариант «нужен современный герой, который всех объединит». То есть, и вот это, наверное, очень важно, так ответили 44% проголосовавших. 30% респондентов сказали, что Тукай и Джалиль – это наше все. Но это две самые популярные фамилии все-таки, я думаю, и у социологов, наверное, тоже. И 26% считают, чтобы быть татарином, герой не нужен. То есть не нужно никого героизировать. Зрители также могут включиться в наше голосование. Ответы, итоги мы подведем в конце нашей программы. И сейчас еще вопрос такой вообще, для чего народу нужны герои? Я хочу сейчас посмотреть, чтобы эксперты также посмотрели на таблицу отклика на события татарского календаря, размещенного в одной из социальных сетей. Это был эксперимент по выявлению того, что вот важно татарам из истории. На первом месте оказался подвиг героя Великой Отечественной войны Гази Загитова. Вот, Гульнара Фатовна, как можно прокомментировать? Я понимаю, вот, как я понимаю, вот эти события вы предлагали на выбор. Это люди не сами просто так называли. Нет, на самом деле... Любой обычный житель сети ВКонтакте, я не думаю, что он вспомнит ничего, что... Ну, может быть, подвиг Загитова и Шаймиева. Ну, день рождения Тукая, на мой взгляд. То есть вот 3 самых популярных ответа. Этот список составляли наши специалисты-историки, историки Института истории. Каждую неделю мы в одной из социальных сетей выкладывали краткую информацию по каждому историческому событию или историческому персонажу, и затем уже анализировали, каким образом люди реагируют через лайки, репосты, комментарии, подсчитывали их. И вот последний столбец как раз показывает коэффициент вовлеченности аудитории в то или иное событие. И вот перед вами как раз рейтинг вот откликов, и получилось, что подвиг Гази Загитова вызвал самый такой вот высокий коэффициент вовлеченности. Люди больше всего отреагировали именно вот на это событие, в отличие от других событий. Ну, вот опять, это историки предложили. Просто, если вы заметите, тут конкретно вот у него подвиг, героизм, а остальные это событийный ряд. Да. Вот именно и бросается то, что подвиг, он больше всего вдохновляет и, что называется, заставляет людей трепетать их сердце. Поэтому я думаю, что это понятно, это именно человек-герой. Люди хотят отождествлять себя с кем-то. И когда мы читали комментарии, на самом деле люди очень часто писали, что они просто открыли для себя эту персону, эту личность. Многие говорят о том, что они и не знали об этом. И людей на самом деле очень вдохновляло, что это защитник Отечества, человек, который участвовал в эпохальном событии. Еще не забыто, потому что все-таки это... главное трагическое событие, да, последнего там столетия. Поэтому, да, свежа рана. И, наверное, не более того. Кто как прокомментирует? Вот, Радик Каримович. Я вообще хочу сказать, вы правильно заметили, что свежа рана, еще это время помнят. А вот тут прозвучала мысль, что, может быть, у нас не было событий после падения Казанского ханства, там, предположим, 100 лет, 200 лет, поэтому нет героев. На самом деле мы просто не знаем той истории. А народная память, она хранит. Если мы почитаем предания того времени, например, там Ишбулат Мулла, Касым Шаих, это люди, которые правильно совершали подвиг во имя народа, защищали его интересы, не боялись жертвовать своей жизнью. Поэтому мне кажется, что действительно вот подвиг Гази Загитова, он на первом месте, потому что он действительно герой. И нация нуждается в героях, в героических примерах. Это... В героических поступках прежде всего, я, да, понимаю? Да. Ну да, конечно. Здесь очень важный момент, что несколько раз был проговорен тезис относительно того, что герой это должна быть трагедийная фигура. Да, вот я как кинорежиссер, человек, пишущий сценарий, могу сказать, что герой в контексте любой истории должен преодолевать определенные события. И тем, чем эти события тяжелее и чем выше ставка, которую герой вынужден ставить,
преодолевая эти события, тем этот герой ярче, существеннее. То есть подвиг Гази Загитова, он, соответственно, говорит именно о том, что ставка здесь была максимальной. И отдача была, и именно поэтому эти цифры, они откликаются именно в сердце народа. Хорошо, я сейчас предлагаю все-таки дозвониться до нас человек. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Рамиль. Слушаем. Я бы хотел по поводу сегодняшней темы. Вот олимпийские чемпионы, они получаются как герои современности. То есть пловцы, бегуны, боксеры. Вот если по татарским флагам, народным татарским гимном они выйдут на Олимпиаду, то они будут героями для татар. Вот конкретно сегодня спрашивают, герои для татар, кто они? Наши олимпийские чемпионы всегда герои для Татарстана, мне кажется. Ну, Алина Загитова очень яркая. Ну, конечно. Бесспорно. Мы просто немножко путаем. Человек, который является иконой как бы современности, стиля, да, сферы проявления. Это и не герой, национальный герой. Да, и герой, чья судьба которого ведет диалог с самой историей. Это человек всю личную судьбу отдает на заклание. Это всегда трагедия. А там Алина Загитова, там другие, это бесспорно яркие фигуры, но они не могут быть национальными героями. По той простой причине, что у них контекст ощущений совсем другой. Здесь именно имеется в виду, конечно, национальный герой, опять же, масштаб. Но, извините меня, человек хорошо прыгает в длину, там, да? Ну, может ли он считаться там национальным героем? Нет, национальным конечно, героем должна... исключительно из-за своих там каких-то физических кондиций. С другой стороны, если команда футболистов, да, известная там история, когда они выходят играть против захватчиков, такое делают футбольный матч, ну, известный фильм даже по поводу. И когда они понимают, что ставка этому всему жизнь, здесь, конечно, уже совершенно другой контекст. И здесь уже именно речь идет о героизме в контексте спорта. Но, к сожалению, мы слишком преувеличиваем иногда вот эти спортивные достижения, хотя я сам очень люблю хоккей и слежу, и кажется, ни в коем случае не хочу умалять это. А мне кажется, это не случайно, то, что большинство людей, они проголосовали за человека, который сегодня бы существовал. Сегодня современные герои нужны. Вот вообще это возможно, допустим, взять действительно какую-то большую фигуру, который на заклание положил свою жизнь из истории 200, 300, 400 лет тому назад, и рассказать всем о нем, рассказать о его подвиге, и чтобы он стал героем для всех. Это вообще возможно? Вот. Обсудим это во второй части программы. Вопрос. Сейчас еще один звонок. Добрый вечер, говорите, если можно, коротко. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Гульсина Питва, автор хитов 2009 года, который Махаббат Масадне, да, написала, композитор. Пою, танцую. В общем, я историк еще, окончила филологический факультет. Хорошо, кто герои? С чем вы не согласны? Вот я считаю, в нынешнее время герои это врачи. Это я так считаю. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо, все понятно, да. Герои-спортсмены, герои-врачи, герои-событийные. Мы сейчас прерываемся на новости Татарстана. Далее ток-шоу .Апора продолжится. Не переключайтесь. Добрый вечер, это ток-шоу «Опора» на ТНВ Татарстана, ТНВ Планета. Сегодня мы обсуждаем тему «Национальный герой. Нужен ли он татарскому народу?» Дискуссия бурная. Мы сейчас начнем рассуждать. Национальный герой, выдающиеся личности – это одно ли и то же? И прежде чем обсудить, наверное, вот этот вопрос, мне хочется вспомнить вот современного героя. Это подвиг героя России. Его сегодня никто не назвал. Дамир Юсупов, который для нас, в общем-то, уже в одном ряду со знаменитым Михаилом Девятаевым, который совершил побег, да, из фашистского плена на самолете. В августе 2019-го самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», там было 226 пассажиров на борту и 7 членов экипажа, совершил жесткую экстренную посадку на кукурузном поле Московской области. Самолет тогда столкнулся со стаей чаек, что привело к возгоранию в одном из двигателей. Экипаж под командованием Юсупова принял решение произвести посадку и спас сотни жизней. Дамир Юсупов мгновенно фактически стал национальным героем. Я думаю, это будет правильная формулировка. Но вот если сейчас, это был 2019, если сейчас, в 2001 году, выйти и спросить имя, забыл. Кто этот летчик в 2021 году? Да. Кто этот летчик? Назовут ли его фамилию? Вот почему новые герои, новые современные герои так быстро забываются? Но вот прежде чем обсудить Дамира Юсупова, я обсужу другого героя, и он сегодня с нами здесь. Это Ильмир Низамов. Привет еще раз, Ильмир. Да, привет, Рада привет, безумно тебя привет. видеть. Спасибо большое. Ильмир, один из признанных
в международном российском сообществе композиторов, молодых композиторов, 33 года. Накануне с ним встречался Владимир Путин, пусть в режиме видеоконференции. 11 минут Эльмир Низамов разговаривал с Владимиром Путиным о поддержке композиторов. Владимир Путин говорит в ответ на слова Эльмира, что он запускает систему государственной поддержки. Эльмир становится одним из 3 лауреатов премии президента Российской Федерации для молодых деятелей искусства. Это национальный, это национальный герой сегодня. Эльмир, во-первых, поздравляю искренне, да? Спасибо, спасибо большое, спасибо огромное. Вот что, Спасибо. кто сегодня Эльмир? А как он себя сам ощущает? Мне интересно. Эльмир, как? Я себя ощущаю, что я просто занимаюсь любимым делом, и оно у меня получается. Вот самое главное. И что это видят. И для меня, конечно, была вчера большая честь, что я могу наши общие проблемы озвучить и сказать это. Вот, поэтому для меня это самое главное было вчера. Что я говорил там не за себя, а именно за весь другая ЦЕК сфера вообще. задачи — объединить, создать условия Конечно, для потому общества, что, да, то есть это только так. не получение премии как таковое. Это как бы лишь повод, а на самом деле мы же обсуждали там бесспорно, такие насущные проблемы. просто если смотреть с сегодняшнего дня, то есть Эльмир бесспорно талантище, может его оценить выше там, когда пройдет какое-то время, действительно он вносит серьезный вклад в татарскую культуру, да, он поднимает ее на большую высоту. Это действительно дар Божий. Собственно говоря, харизма и переводится с греческого как дар. Вот. И когда вы говорили про Дамира, да, у него, кстати, был еще один достойный поступок. Да. Да, я, если можете, озвучу, я надеюсь, там, так сказать, меня за это не покритикуют. Он отказался идти на выборы от правящей партии. То есть ему сулили достаточно хорошее место, статус, и этот человек отказался. Я считаю, что это поступок достойнейший этого человека, и первый его поступок синхронизируется со вторым его поступком. То есть там он был как герой, а здесь он как личность, как человек, как моральная величина. И действительно, и я горд, что этот человек татарин, что он очень уважительно относится к татарам, к культуре, к исламу. Он, как известно, ходил в мечеть, в татарское общество в Сызрани. То есть мы видим, что это готовый герой национальный. Да, Руслан, получается, что если... То есть понятие героя очень такое условное, да? Если, особенно в новейшей истории, современной истории, если он деятель культуры, я не знаю, там, спортсмен, талантливый, харизматичный человек, совершил даже геройский поступок. Если он обласкан властью, то, соответственно, он будет у всех на виду, о нем какое-то время будут вспоминать. Если этого не происходит, да, то, получается, о нем очень быстро забывают. И с Дамиром как раз, это, по-моему, такая ситуация-то и происходит, нет? Да, конечно. Он просто приезжал на Миляджина, я там тоже участвовал, его облепили люди, и было видно, как ему неудобно. Это софит и внимание, он очень этого сторонился. Очень скромный человек, да. Очень скромный человек, это видно было просто. Есть хорошая поговорка на этот счет, что талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Потому что талантливый человек, он находится в сложных отношениях со средой, ему тяжело. У него прет извиняюсь за слово, талант, да, ему надо гармонизировать внутреннее состояние, еще среда. Поэтому часто бывает, что ученые, там большие люди, они немножко такие неряшливые, над ними смеются. Это у нас. Помните, как Задорнов покойный говорил, что это в России только называется там плешивый интеллигент. А на Западе, например, совсем другое отношение. То есть талантов надо поддерживать. Но герой находится вне палитры всех этих наших дел. Он находится за чертой обывательского понимания. Да, согласна? В первом случае Дамир, уважаемый наш герой России, да, он не выбирал себе этой функции героя. То есть случилась экстренная ситуация, в которой его профессиональные навыки в критический момент были реализованы на максимальном уровне. Нельзя выбрать для себя «я стану героем». Выбирал. Конечно, он вне всякого сомнения выбирал. Именно там. Он мог или сотрудничать. И я просто веду к чему. В первом случае, наверное, у Дамира не было выбора. В истории нет слагательного. Не было выбора, как поступить. У него был единственный вариант просто взять и сделать то, что он умеет делать хорошо. Здесь Дамир проявил фактически профессиональные качества. Да. Мы говорим о том, что он хороший профессионал. Да. А во втором случае, который упомянул Руслан... Я совершу подвиг, как у Мюнхгаузена, он подвиг запланирован на 10 утра. Давайте мы об этом-то не будем говорить. Да. А во втором случае, который говорит Руслан, здесь уже именно тебя ставят перед выбором.
И тут уже ты можешь выбрать, идти в эту сторону или в эту сторону. И именно это отличает как бы героя настоящего от героя, скажем так, не настоящего. А почему тогда, вот почему Ильмир, национальный герой мы сейчас говорим, если такое развитие, такой вклад в развитие татарской культуры, музыки, развитие академической музыки, о чем сейчас мы говорим, что сейчас ему нужно делать, чтобы остаться А если у него такая цель, давайте узнаем, Эльмира, уже не ставит себе эту цель, героями не становится по этому работать, принципу. и все, я больше ничего Если другого вот не могу. тут просто мы не можем, конечно, за него говорить, может, и не очень корректно его присутствие за него говорить. Но опять-таки герой, если он не совершает прямой героический поступок, то это человек, который несет тяжесть. То есть он чувствует эту боль, он вот находится в непростых, как я уже говорил, отношениях с средой. Он нонконформист, по сути. Герой нонконформист, потому что он воспринимает текущую реальность как то, что нужно преодолеть. Озарить, как Данко, да, своим сердцем. Вот. Если Ильмир Низамов трагическая фигура, по его глазам видно, что это человек, который горячо воспринимает. Герой нашего времени. Болеет, да. Лермонтов, нет? А почему? Я понимаю, почему Ильмир говорит о том, что герои, народ выбирает героев, потому что он понимает поддержку народную, как раз вот. Он же не сам герой, его народ, его как раз делает народ. Возможно, это люди, представители сферы искусства, как раз вот в этой сфере становятся героями национальными, потому что их выбирает народ. Он любит их за музыку, за произведение, за творчество и так далее. То есть, ну, какой Онегин, а судьи кто? Опять-таки, если мы там включим какого-нибудь попсового исполнителя, конечно, большинство будет за него голосовать, он наш герой, да, потому что у них вкуса нет и так далее, потому что им просто заливают информацию в головной мозг. А более тонкие ценители, профессионалы, конечно, скажут, что Ильмир, потому что они видят, знают, чувствуют. То есть народная любовь — это такое очень как бы неустойчивое, очень странное явление, на которое я бы не ориентировался. Поэтому абсолютно. национальных героев тоже очень много. Прервемся на рекламу ненадолго, не переключайтесь. Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце, и разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! В Казанском цирке с 13 марта по многочисленным просьбам зрителей продолжение программы «Шоу слонов» и «Магия цирка». Как защитный шлем спасает голову человека. Возьмем простое яйцо и бросим его. Оно разбилось. Возьмем точную, но только маленькую копию защитного шлема. И еще одно яйцо. Положим яйцо в шлем и затянем его. И бросим. Как видите, яйцо не разбилось. Уважаемые водители велосипедов, мопедов, скутеров, мотоциклов, надевайте шлем, защищайте свою голову. Она у нас одна. Итак, от «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Мы продолжаем. Звонок в студию поступил по поводу... Мы обсуждаем сегодня тему «Национальный герой». Нужен ли он татарскому народу? Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Здравствуйте, уважаемая студия. Здравствуйте, уважаемые эксперты. У меня такой вопрос. Меня зовут Изабелла. Может ли быть национальным героем житель Татарстана, но не татарин? Как вы считаете? Конечно. Вне всякого сомнения может. Конечно. Конечно. И таких героев достаточно много. Достаточно много деятелей культуры, Великий Шаляпин. Конечно. Опять же, деятель культуры. Да. Мы говорим о влиянии на нацию, мы говорим о влиянии на народ. И если этот человек действительно в каком-то
позитивном ключе влияет на что-то, он элементарно, ну, что-то совершил, и во имя этого, во имя там, свободы народа, условно говоря, да? Почему нет? Конечно, он может быть. Еще раз сейчас обратимся к социальным исследованиям. Можно ли поставить знак равенства между кумирами и героями? Кто может стать героями для тех, например, кто живет в интернет-пространстве, блогеры, да, с 20 миллионами подписчиков, либо там Низамов, создающий творение на века, условно, или предок, о котором мы говорили, который совершает что-то значимое для Родины, народа и семьи. Вот сейчас посмотрим на итоги исследования, где молодые люди до 30 лет отвечали на вопрос, что вас объединяет вот с Татарстаном. Гульнар Фатомов, в какой строке есть место для героев и кумиров? Вообще есть? Сейчас выведут нам на экран, да. Есть ли там место для героев? Ну, я вижу это результаты наших социологических исследований среди молодежи Татарстана. 19-й год. Мы спрашивали татарстанцев о том, что их объединяет с республикой, какие культурные маркеры. И вот мы видим, что прежде всего выделяют язык, культуру, праздники. Через это чувствуют они как раз единство с республикой. Ну и какие-то символические вещи. Это и президент республики, конституция, и герб, флаг, гимн. Но, к сожалению, вот как раз мы и не видим тех вот героев, которых мы сегодня обсуждаем. Через это пока люди не чувствуют свою идентичность. Но они, возможно, где-то прячутся вот историческое прошлое, да? То есть, ну, это такое вот общее такое люди понятие. Люди национальности, которые живут в Татарстане, еще что-то. Да. Но отдельно героев, имен, да, фамилий, респондента была возможность писать в ответ в слово другое, вот вариант ответа другой, но, к сожалению, очень мало выбрало это вариант. То есть, о чем мы говорили, что, в общем-то, ну, пока... дело в том, что сейчас только формируется как бы политическое восприятие нации. Например, вот... Мне доводится часто участвовать вот в татарских молодежных всяких мероприятиях, да, и там молодежь говорит, что там приезжает, например, из той же Костромы, говорит, что Минниханов наш президент. То есть они воспринимают его как фигуру политическую, объединяющую татар. То есть это формируется сейчас. Действительно, в советское время тяжело было для поколения там моего и чуть постарше, потому что, ну, мы воспринимали все как единое целое, то есть там председатель... Чего там у нас Верховного Совета, да, Верховного Совета или еще что-то. И так далее. Да, вот. да. А сейчас чуть-чуть политическое восприятие совсем другое. Я думаю, что как раз политических деятелей они могут называть, а вот с историческими действительно сложнее. Но здесь скорее национальный лидер. Национальный да? лидер, здесь да, скорее да, национальный лидер, а есть еще национальный герой. Здесь тоже может быть знак равенства. Мы поспешили, наверное, поставить. У меня еще был вопрос к Раде Куримовичу. Вот, как вы считаете, за 100 лет государственности, да, много появилось имен, которые, как говорил Руслан, там, занимают свое место в почетном пантеоне героев. Вот какие имена, на ваш взгляд, выдающихся действительно деятелей татарского народа незаслуженно забыты и кого нужно возвращать? О ком надо рассказывать? И каким способом? Ну, довольно большое количество национальных деятелей, как управленцев, деятелей культуры, науки. Они, в общем-то, о многих не говорится во весь голос, хотя нужно о них помнить, безусловно. Так как у нас символы, например, Назиб Гаязович Жиганов, это символ всей татарской советской музыки. Но мы должны помнить, что до Жиганова были первопроходцы, Загидулла Ярулин, и Фатах Латыпов, и Султан Габаши. И мы знаем, что в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы сформировалась просто великолепная композиторская школа. Там и Аллахияр Валиулин, и Анвар Бакиров, и Бату Мулюков. Это выдающиеся композиторы. Но вот образ Жиганова, он как... Рустам Яхин. Образ Жиганова, он как раз объединяет вот это понятие татарской классической музыки. Он как символ. Или у нас символ Баки Урманче. Это не значит, что это единственный художник у татар. Их десятки талантливейших художников, которых знает весь мир по сути. То же самое можно сказать и о писателях советского времени. Мы, говоря о руководителях советского Татарстана, ну, Султан Галеев не был руководителем советского Татарстана, но он существенно влиял на процессы, происходившие здесь, и он стоял у истоков республики. Но и была масса других руководителей, Кашаф Мухтаров, Юнус Валидов, и, например, Абрамов Киям, человек, который осуществил индустриализацию, коллективизацию и был награжден первым орденом Ленина среди руководителей советского Татарстана в 1935 году, а в 1937 расстрелян как враг народа. То есть этот список можно расширять по каждой отрасли, и в политике, и в культуре, и в науке.
Но вот при этом, издав 5 томов, условно, да, я просто сейчас вот так математически, мы издали 5 томов выдающихся деятелей разных культур, сфер, мелким шрифтом расписали имена, фамилии и должности, которые они занимали. Что это даст? Что мы должны делать для того, чтобы знали, что не только Назип Жиганов, а есть большой пласт композиторской школы и других выдающихся личностей? Что нужно? И нужно ли это? Ну, будет ли человек читать эти 5 томов? Потому что каждый человек, который работает в своей сфере, он должен на кого-то ориентироваться. Потом это ответ тем, кто говорит, что у нас не было культуры, или что мы дали вам культуру только в советское время, да вы то не могли, сё не могли. Да, высочайшая культура, действительно, начиная там от Бакеева, Урманчи, заканчивая композиторами, там, людьми, которые занимаются художественным словом и так далее, кинематографисты и прочее остальное. Спортсмены, опять-таки, да. Вот, может, они не сильно распиарены, потому что в советское время чуть система была позиционирования немножко другая. Но это говорит о том, что татары деятельно из Рима участвовали во всех процессах абсолютно и внесли свой неоценимый вклад. И нам это необходимо знать, потому что если ты человек, который считает себя образованным и культурным, то ты должен знать то пространство, которое тебя окружает. Потому что это твоя семья большая. Ты же знаешь своих родственников, а ты, они там... Эби там, и так далее, бабай, да? А нация — это наша большая семья просто. А как это популяризировать? Что нужно знаете, что с этим делать? Очень важный момент. Говорили, да, что мы знаем несколько имен только, но ведь, по сути, человеческое сознание примерно так и работает. То есть я не могу знать, скажем, не будучи там глубоко политиком, всех этих политических фигур, там Галимджан Шараф, там Мирсаид Султангалиев, вроде как я их знаю, да, но их было действительно больше. И эти фигуры, они становятся некими якорями, которые популяризируют некую область, и погрузившись туда, мы уже узнаем остальных. То есть даже, грубо говоря, смотря фильм, мы знаем только помним сразу 2-3 там главных героев. Но на самом деле фильм — это огромное количество людей. Так же и здесь тоже. Нет необходимости каждому человеку загружать там вот этот вот огромный список всех, кто там был, да, допустим, там, в кинематографии, в музыке, там, в медицине, там, да, в химии, науке. Но при этом нужно делать список, условно, обязательно нужно, да. То есть, когда я с этим соприкоснусь и захочу узнать, в каждой области. В каждой области топ-5. Это правильно наверное, будет? Можно, это, знаете, вот эти топы, они на самом деле в некотором смысле тоже имеют две стороны. Потому что вот создав топ-5, мы ведь в какой-то степени выносим за этот топ-5 определенное количество людей. Я говорю, поэтому, и список довольно такой сомнительный часто. Нет, это все субъективно, это условно. Кто-то 5 назовет, кто-то 6, кто-то 7. Но вот задача каждого из нас, каждой организации что-то вносить вот в это дело, популяризация. Например, вот Камаловский театр, он на протяжении десятилетий пропагандирует творчество Карима Тинчурина и Салиха Сайдашева. Казалось, в 30-е годы написаны произведения, и мало того, они возвращаются и к классике, предположим, Тажидина Рахманкулова. Они же ставят это. Фарид Бекчентаев же замечательную серию дал этих вот спектаклей. Они знакомят и с героями того времени, и с авторами. Сладковского оркестра, по-моему, серия «Мирас» есть. Да, да. Великолепная серия, она нам напоминает о тех произведениях, которые когда-то звучали, и мы их забыли. То же самое относится и к публикации, предположим, собраний сочинений академических наших писателей. Вот очень хорошо про Гаяза Исхаки сказано, но у нас есть, мы можем с гордостью сказать, что у нас есть полное собрание сочинений Гаяза Исхаки, которое любой может прочитать. Там все. Это задача и ученых, и общественных деятелей, и деятелей культуры, и творческих союзов, и отдельных организаций говорить о прошлом, о том наследии, которое у нас есть. Мы действительно сложившаяся нация. Мы с великолепной культурой, которая не уступает культурам других развитых народов. Мы об этом должны смело говорить. Говоря о культуре, еще, мне кажется, культура, она как раз это тот инструмент, который делает героя, поднимает героя. Если мы будем снимать фильмы вот об этих исторических персонажах, которых мы очень плохо знаем, да, если они будут петься в песнях и так далее, народ это начнет узнавать сначала, кто это, что это, как это, но постепенно, вот даже памятники, все это и все это работает. Все это работает на то, чтобы герой стал героем. Нам действительно, может быть, нужно определить, хотя бы 5 и сделать 5 хороших фильмов. А можно я один вопрос задам? Да. Хотели мы, конечно, логично перейти к одним видеовыпускам. Вот вы знаете, что у меня вопрос такой возник в ходе нашей вот этой дискуссии.
А как быть нам с теми деятелями русской культуры, которые имели татарские корни? Вот князья Юсуповы, например, да, Денис Давыдов из предков имел из Касим, кстати, гордился этим всегда. Да. Это деятели, да, наши национальные их надо лидеры или нет? инкорпорировать. Вот. Поэтому, когда мы говорим о татарской культуре, мы должны, на мой взгляд, смотреть несколько шире. Да, и деятели тогда русской... должно быть историческое восприятие у человека. Конечно. Для него просто же, для простого человека мир очень плоский. Знания нужны, о которых мы с вами говорили. И о том самом преподавании литературы, о котором то, что говорили, час остался даже в татарских гимназиях, это тоже ненормально. Я сейчас предлагаю посмотреть YouTube-канал Института татарской энциклопедии в цикле «Выдающиеся личности» возвращают вот знаковые имена татарского народа. Да, Мусат Джалей, Сара Садыков, Галимжан Ибрагимов, Гиль Камай, Марсель Салимжанов. Другие политические деятели, писатели, артисты, ученые стали героями выпуска. Вот давайте посмотрим фрагмент. Мәшһүр режиссер, драма актеры, педагог һәм җәмәгать эшлеклесе Марсель Сәлимҗанов 1934 елның 7 ноябрендә Казанда ТССРның халык артистлары Хаким Сәлимҗанов һәм Галия Нигъматуллина гаиләсендә туа. 1966 елдан аның язмышы аерылгысыз рәвештә Татар академия театры белән бәйләнә. Гомеренең соңгы көннәренәчә аның баш режиссеры була. 1966-2002 еллар Камал театры тарихында Марсель Сәлимҗанов дәвре буларак истәлекле. Аның сәхнәсендә 100дән артык исемдә спектакль куеп, баш режиссер татар театрының заманча драматургиягә нигезләнгән какшамас базасын булдыра. Есть такие выпуски. На телеканале ТНВ уже долгие годы идут проекты «Соотечественники» и «Ватандашлар», где была история и о Гаязе Исхаки, и о Мусе Джалиле. Есть как раз давно забытые имена. Замечательные проекты. На самом деле нужно то, о чем мы сегодня говорим, да, чтобы мы знали, чтобы помнили. Вот, Ринат, какие выпуски, я знаю, что вы занимаетесь подготовкой, в том числе этих проектов, вот какие выпуски, какие люди вызывают интерес? Ну, да, с некоторых пор я вот занимаюсь именно помощью в процессе производства этих выпусков. Мы выстроили так, что это 5-минутные выпуски, короткие, не сильно перегруженные. И пока что мы видим определенную тенденцию, связанную с тем, что больше вызывает, ну, за скобки выносим сразу Тукая и Джалиля, потому что это уже как бы такие, да, имена, но которые там не нуждаются в дополнительном пиаре, да. Очень плохо люди отзываются, скажем, об ученых, отзываются просмотрами об ученых и о политических деятелях. Чуть лучше именно деятели культуры. Я тут имею в виду, например, Ильхама Шакирова, Альфию Авзалову, то есть и мы такие выпуски, да, практически наших вот современников делаем. Это очень интересно на самом деле, и что люди все-таки это смотрят, все-таки это татарский язык, это для YouTube еще такая непаханное поле, так скажем. Вот. Но есть на самом деле к чему стремиться в этом вопросе, и хотелось бы, чтобы в целом проявлялся интерес зрителя именно вообще к национальным вот этим вот выдающимся личностям, вне зависимости от того, твоя эта сфера или не твоя. Так скажем. Все хорошо. До конца программы буквально 3 минуты. Я знаю, что я влюбилась в творчество Адели Кутуй, самого Адель Кутуя, однажды увидев о нем небольшую заметку. Я просто начала читать и прониклась им абсолютно всерьез и на долгие годы. Где-то лет 15, как я знаю, что кого я люблю из татарских, из ярких представителей, это Адель Кутуй. Достаточно иногда одной маленькой заметки, чтобы вызвать тот самый интерес. Сейчас вот коротко, каждый, пожалуйста, несколько слов, что нужно, кого или что нужно героизировать или как. Вы знаете, мне кажется, сегодня мы очень много рассуждаем о крупных выдающихся персонах, которые являются символами всего татарского народа. Но я бы хотела обратить еще внимание на, скажем, символы отдельных территорий, просто татарской деревни. Вот один небольшой пример из наших экспедиций. Во многих татарских деревнях до сих пор сохранился культ святых. Это люди, которые оказались похоронены на территории нескольких деревень, как правило, и этим могилам люди ходят, поклоняются, и сохраняется традиция вот, воспевания, поклонения вот этим святым. И вот эти люди, которые вот стали вот жертвами во время паломничества в Мекку, являются символами вот этой деревни. Это такие маленькие герои небольшой отдельной деревни. И о них тоже надо говорить, и учителям в том числе проводить какую-то работу. Я все-таки сторонник того, чтобы
преодолевать этот локализм. Конечно, там у каждого локальной территории может быть свой деятель, но у нас должна быть объединяющая фигура. Конечно. Эта фигура должна быть прежде всего политическая, потому что мы должны сформироваться полноценно как политическая нация. И каждый человек, хоть он живет в Саратове, в Астрахани и так далее, он должен этого человека назвать как стержневую фигуру. Хорошо, очень коротко, Ренат и все остальные. Героев невозможно создать искусственно. Именно некое политическое понимание самих себя нации, оно рано или поздно сгенерирует тех людей, которые должны появиться. Эльмир? Мне кажется, мы можем только просвещать и создавать великие произведения о них. Браво, Эльмир. Рэй Равилович. Герои формирует среда, так же как среда формирует своих героев. Главная точка опоры в этом – это сохранение той высокой культуры, которая создана нашими предками, и бережное отношение к ней. Все будет хорошо. Согласен, добросовестный труд, профессиональное отношение к своему делу. И герои будут. Да. И герои будут, и признание героев будет. Да, итоги голосования сейчас я подведу. Национальный герой нужен ли он татарскому народу? 53%, большинство посчитали, что нужен современный герой, который всех объединит, и все-таки запрос на это есть. Дальше, Тукай Джалиль, это наше все, ответили 35% проголосовавших. И 10% считают, что чтобы быть татарином, герой не нужен. Все-таки мы говорим о том, что герои всегда нужны. Они есть. Нам нужно помнить и делать все, чтобы их помнили дальше. Это была программа ток-шоу «Точка опоры» на каналах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Благодарю всех экспертов за интересную дискуссию. Всего доброго. До свидания. О том, что касается каждого. Сейчас становится очевидно, что пришла эра иной цифровизации. О свежих решениях. В части оказания услуг для населения. О новых форматах взаимодействия. Настоящая фабрика для молодых IT-специалистов. Весенний сезон автор.